на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Татьяна Самсонова. Здравствуйте! На календаре понедельник, 31 мая. Курящие сегодня могут отказаться от пагубной привычки, ведь последний день весны – это еще и Всемирный день без табака. Пропагандисты здорового образа жизни предлагают прохожим обменять сигареты на что-то полезное, например, на яблоки или конфеты. А теперь к другим новостям. С 1 июля нуждающиеся беременные женщины и одинокие родители детей от 8 до 17 лет смогут получать ежемесячные выплаты от государства. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Пособия будут предоставляться по тем же правилам, что и действующие сейчас выплаты на детей от 3 до 7 лет, пояснили в региональном министерстве труда. Претендовать на пособия смогут беременные женщины, вставшие на учет на сроках от 6 до 12 недель, если среднедушевой доход в семье ниже прожиточного минимума. В нашей республике сумма пособия для беременных женщин составит 5207 рублей, то есть половину прожиточного минимума трудоспособного населения. Социальные выплаты также смогут получать родители, воспитывающие детей от 8 до 17 лет в одиночку. Размер ежемесячного пособия в Чувашии составит 50% регионального прожиточного минимума для детей, то есть 4941 рубль. Заявление на получение выплат можно будет заполнить электронно на портале госуслуг или же обратиться в отделение Пенсионного фонда России лично. Наводить порядок на улицах Чувашии помогают социальные сети. Заметив замусоренные участки, люди оставляют обращения в сообществе Центра управления регионом. По данным ЦУР, тема чистоты вошла в тройку самых актуальных для жителей республики. Только за неделю сотрудники центра обработали 35 сообщений о загрязненных участках. Люди не только рассказывают о проблеме, но и подтверждают факты фотографиями. Все жалобы направляют в органы местного самоуправления и берут на контроль. Так, благодаря системе удалось ликвидировать несанкционированные свалки в Шамурше. В Чувашском кадетском корпусе имени Александра Кочетова прошел день открытых дверей для абитуриентов. Школьники с 7 по 10 класс увидели, как проходят уроки у кадетов, осмотрели плац, познакомились с преподавателями, какие критерии отбора предъявляют кандидатам на поступление и много ли в этом году желающих стать кадетами, расскажем в следующих выпусках «Вестей». Солдаты времен Российской империи, драгуны Петра Великого, рядовые Красной армии собрались в одном месте. В Башкортостане прошел ежегодный образовательный фестиваль «Река времени». В парк Бирская крепость приехали команды из разных регионов России, а также делегация из Китая. Чувашию на фестивале представил военно-исторический клуб «Русский егерь». По их словам, в этом году фестиваль получился как никогда увлекательным. Кроме участия в боях, в парке можно было отчеканить монетку, сыграть на народных инструментах и смастерить себе фигурку из дерева. Таковы вести к этому часу. Я желаю вам продуктивного дня. Далее в эфире прогноз погоды. Оставайтесь на телеканале «Россия».